безусловно. Потому что я совершенно точно знаю, что диаметр конденсатора, который там стоял наверху, позволял получать разрядные токи до 10 тысяч ампер. Это в импульсе, да? А напряжение, которое он получал, достигало 100 миллионов вольт. Если перемножить вот эти токи и напряжение, то мы получаем 1 тераватт. 1 тераватт – это энергия в импульсе, которую мог передавать Тесла больше 100 лет назад. И которую до сих пор никто не мог получить, потому что максимум, что мы передаем, это, 1 миллион киловатт по нашим линиям. Это в 1000 раз меньше. Сейчас же вот у нас сделали 3 миллиона вольт генератор, считает это большое счастье. Он получал 100 миллионов вольт без всяких проблем. Но мог ли Тесла передать такую энергию в район Тунгуски? Если на первых порах эта версия кажется совершенно дурацкой для современного ученого, то когда начинаешь вникать, уже зная детали Тунгусской катастрофы, начинаешь вникать в обстоятельства различные, то видишь, что это вполне вероятная вещь. Это абсолютно реально, потому что есть его патенты, которые описывают, как это делается. Но для этого надо иметь несколько башен. Конечно, и одну башню можно иметь, но тогда точность попадания не будет очень высокой. Если Тесла действительно причастен к тунгусским событиям, то находят объяснение и другие загадки. Так, еще за 2 месяца до Тунгусской катастрофы с мая 1908 года над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света. А за 9 дней необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за 3 дня до взрыва. Более того, еще за несколько месяцев до Тунгусского события в небе России от Урала до Балтики начали появляться светящиеся раскаленные шары, своего рода уменьшенные копии тунгусского тела. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Ворденклифф? В то время загадка шаровой молнии очень многих тревожила, и одним из самых успешных, как говорится, физиков, ученых, которым удалось приблизиться к ее разгадке, был вот как раз Никола Тесла. Ему одному единственно удалось смоделировать эти огненные шары в лабораторных условиях. Уже окрыленные вот этими успехами в исследовании физики плазмы, Никола Тесла задается вопросом, а нельзя ли эти эффекты повторить уже, как говорится, в пространстве, в глобальных масштабах. Гипотеза шаровых молний при объяснении тунгусского феномена была всегда. Она отчасти объясняет и загадку траектории сияющего тела. Синими стрелками показаны направления полета так называемых тунгусских болидов, собранные по свидетельским показаниям жителей, населения, которое здесь вот тогда обитало в 1908 году. И собраны эти данные были самыми авторитетными свидетелями. Ни один метеорит не может одновременно двигаться по нескольким траекториям сразу. Маневрировать метеориты тоже не умеют. Другое дело плазменное образование, мощные шаровые молнии. Нельзя исключить, что именно эксперименты Теслы оказались своего рода спусковым крючком, который высвободил огромные мощности природного электричества. Еще в конце XIX века геофизики, изучая магнитные аномалии, предположили, что между ионосферой и земным шаром протекают сверхмощные токи неизвестной природы. Сегодня эти токи регистрируются. И вот перед вами прибор, первый прибор, который позволяет их просто явно регистрировать. И эти проводники, я их иногда называю нитями Теслы, вот эти проводники позволили, на мой взгляд, реализовать те чудесные явления, которые демонстрировал Тесла. Некоторые из этих сверхпроводников, судя по всему, имеют кольцевую конфигурацию. Нью-Йорк находится вот здесь, на восточном побережье Соединенных Штатов. Токи, которые возбуждают земное поле магнитное, кольцевые. Простейший расчет показывает, что это кольцо проходит как раз через Тунгуску. Тесла своим генератором, башня Вондерклифф, целая система там мощнейшая была, зажигает по существу разряд в большом пространстве. И кольцевой ток, проходящий над Нью-Йорком,
возбуждается вот этот носитель, и энергия передается в район подкаменной Тунгуски, где мы можем наблюдать разнообразные явления, причем задолго до так называемого падения Тунгусского метеорита. Если Тесла догадался до существования этих невидимых токов, то он мог рассчитать с точностью до градуса место вхождения кольцевого тока в поверхность Земли. Через 7 лет после тунгусских событий Тесла скажет: практическая передача электрической энергии без проводов и производство разрушительного воздействия на расстояние безусловно возможно. Я уже конструировал беспроволочный передатчик, который делает это. Мои навыки продвинулись так далеко, что воздействие большой разрушительной силы могут быть переданы в любую точку земного шара, определенную заранее с большой точностью. Недавно выяснилась весьма любопытная деталь. Оказывается, в первой половине 1908 года, то есть за несколько месяцев до Тунгусского взрыва, Тесла неоднократно заказывал в библиотеке Конгресса США подробные карты Центральной Сибири. Зачем? Им целенаправленно был рассчитан регион с принципиально малой заселенностью, куда сигнал с башни Ворден-Клифф был направлен. Он в настоящее время числится в виде феномена Тунгусского метеорита. Сегодня можно с уверенностью утверждать, у Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. Часть 3. Тайная жизнь Николы Теслы. Гениальный серб совершил прорыв не только в электроэнергетике, но и в других областях. Многие его идеи и разработки настолько опережали время, что при жизни ученого не могли быть реализованы. Не было соответствующих технологий. Вот только некоторые из них. Радиоуправляемые торпеды и летательные аппараты, реактивные самолеты, летательные аппараты вертикального взлета, суда на воздушной подушке и многое другое. Работы Николы Теслы, безусловно, были интересны военным. Поэтому с самого начала его деятельности он всегда был в поле зрения как армий различных государств, так и спецслужб. Отдельные его наработки удалось себе достать немцам. С немецкими учеными Тесла сотрудничал до середины 30-х годов. Преподавал в Германии и даже демонстрировал свой левитатор Герману Герингу. Подробности этой деятельности Теслы неизвестны. Однако факт: многие разработки, которые обеспечили колоссальный технологический рывок Германии в 20-е и 40-е годы прошлого века, странным образом напоминают идеи Теслы. Так, ракеты и летающие диски Третьего Рейха заставляют вспомнить летательные аппараты Николы Теслы, о которых он говорил еще в 1908 году. Это будут летательные аппараты на совершенно новых принципах, без газовых баллонов, крыльев или воздушных винтов. На высоких скоростях они будут перемещаться в любых направлениях, независимо от погоды, воздушных ям и нисходящих потоков. А идея вихревого двигателя Шаубергера для немецких дисков прямо перекликается с идеей сверхлегкой безлопастной турбины Николы Теслы, предложенной им еще в 1906 году. В свое время Тесла был в близких, даже в приятельских отношениях с некоторыми немцами, работавшими в США, которые впоследствии были изобличены как немецкие шпионы. Не исключено, что Тесла делился с ними не только своими планами, но и результатами предыдущих экспериментов. Не потому ли Третий Рейх проявил повышенный интерес к Тунгусскому феномену? 1942 год. Самый разгар Второй мировой войны. В районе Тунгуски местные жители задерживают и передают органам госбезопасности подозрительного субъекта. На допросе выяснилось, что он научный сотрудник Берлинского института, занимающегося вопросами мистики. Большего узнать не удалось. Немец покончил с собой, повесившись на самодельном жгуте. Специалисты полагают, что это был сотрудник Анненербе, самой загадочной организации Третьего Рейха, которая занималась исследованием магии и новейшими технологиями. Тесла сотрудничал не только с немцами. Как доносил агент ФБР, ученый был членом тайной организации «Друзья Советской России» и пытался продать свои изобретения новому режиму. В
1934 году Тесла пишет своему другу: «Русские хотят обезопасить свои границы, и я сделал им предложение, которое сейчас рассматривается». Что имел в виду Тесла, мы не знаем. Однако известно, что в 30-е годы он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. Он говорил так, что энергия будет передаваться не в виде радиоволн, а в виде некого луча, скажем, луча толщиной в 100 миллионов человеческого волоса. И эта энергия будет способна, как, если точно говорить словами Теслы, плавить двигатели самолетов на расстоянии в 250 миль. Из документов ФБР США известно, что в следующем 1935 году за проект лучевого оружия через представителя Амторга советского разведчика Аршака Вартаняна Тесла получает от Советского Союза чек на $25 тысяч. Есть сведения, что через 1,5 года Тесла приезжал в Москву и демонстрировал опытный образец своего оружия маршалу Тухачевскому. 1949 год. В район падения Тунгусского метеорита под видом геологической партии отправляется сверхсекретная военная экспедиция, организованная по личной инициативе Лаврентия Берии. Ни о какой метеоритной гипотезе речь не идет. На секретном совещании будущим участникам экспедиции Берия заявляет: «Мы не собираемся искать этот самый метеорит. Ваша задача — оценить параметры взрыва и прочую физику. Нас интересуют чисто прикладные вопросы этого события». Результаты экспедиции и выводы в открытой печати никогда не публиковались. Все отчеты бесследно исчезли в архивах НКВД. Но, судя по всему, посылая военспецов на Тунгуску, Берия знал, что катастрофу вызвал не метеорит. Кто мог быть источником такой информации? Не так давно стал известен сенсационный факт, за который в свое время многое бы отдали спецслужбы Соединенных Штатов. Оказывается, в 1939 году знаменитый физик Роберт Оппенгеймер тайно посещал Советский Союз. И останавливался будущий отец американской атомной бомбы не где-нибудь, а на даче у наркома внутренних дел Лаврентия Берии. Как вспоминал сын Берии Серго, Оппенгеймер жил у них на протяжении 2 недель. Известно также, что в конце 30-х годов Оппенгеймер работал в совершенно секретном проекте, цель которого — сделать американские военные корабли невидимыми для вражеских радаров. В этом же проекте принимал участие и Никола Тесла. С помощью его генераторов предполагалось создавать вокруг кораблей своего рода электромагнитные пузыри, экраны, которые отводили бы внешнее излучение. И Тесла, и Оппенгеймер симпатизировали Советскому Союзу. О своих экспериментах 1908 года Тесла вполне мог рассказать Оппенгеймеру, а тот, в свою очередь, поделиться этим с Берией. Передача энергии на расстояние не могла оставить Берию равнодушным, ведь это идеальное оружие массового поражения. Для председателя спецкомитета по атомному оружию совсем по-новому зазвучало высказывание Теслы, сделанное в том самом Тунгусском году. Уже сегодня могут быть построены беспроводные энергетические установки, под действием которых любая область земного шара может быть превращена в непригодную для проживания. Не исключено, что именно такая цепочка событий привела к секретной экспедиции 1949 года. Начиная с 1912-го, Тесла ведет странную двойную жизнь. Американский гражданин, он занимается закрытыми исследованиями для США и одновременно предлагает свои секретные разработки Англии, Германии, России. Трудно, конечно, да, вот с современных наших меркантильных позиций понять Николу Тесла. Как взять гениальное изобретение, тем более относящееся к вооружениям, и взять его, подарить потенциальному противнику. Что двигало Теслой? Жажда наживы? Маниакальное стремление к разрушению? Или беспринципность ученого, которому все равно, где реализуются его идеи? Часть 4.